Это кожа растительного удобрения. Она отличается от той кожи, которую мы носим повседневно. Сперва ее надо мочить. Для многих изделия из кожи занимают важное место в гардеробе, а вот сам процесс их изготовления известен не всем. Поделиться секретами кожевенного ремесла решил мастер Багудин Измайлов. Заниматься художественной обработкой кожи мужчина начал всего 5 лет назад, закончив курсы в Санкт-Петербурге. Теперь все свободное время посвящает любимому хобби, которое, как оказалось, еще и приносит неплохой доход. Из-под его умелых рук выходят кошельки, портмоне, сумки, ежедневники. Все свои работы мастер старается делать качественно и надолго, и главное в этом деле не спешить. Как говорят, делая тише, ты делаешь быстрее. Если ты быстро сделаешь, переделывать в любом случае приходится. А так, спокойно, аккуратно, если делаешь, на 3-4 дня дольше, на сумку недели 2 уходит делать, чтобы из нее сделать конкретную вещь. Все изделия мужчина делает вручную, чаще из овечьей и телячьей кожи, которая сшивается специальными вощеными нитками. Кожа из растительного удобрения. Внутри замша та же самая. А эти уже из другой кожи. Внутри здесь кожа растительная, есть кусочек, а это совсем другая кожа. Это кожа для сумок идет тоже. Иногда я ее использую, если хороший, качественный материал. А с током молотка и вот таких инструментов можно вывести разнообразные узоры, украшающие изделия. Правда, работа непростая, требует большого терпения. В этом убедился Анзор Бадиев. Узнав о мастер-классе из соцсетей, парень решил, а почему бы и не сходить? Вдруг понравится. И оказался прав. Мне все понравилось. Все очень хорошо, то есть в каком плане, то есть развивающая такая работа, то есть очень интересно, познавательно для себя есть. Мастер-класс интересен не только любителям. К примеру, Багудин Богатырев изготовлением изделий из кожи увлекся 3 года назад, но любовь к творчеству зародилась с самого детства. Вот и сегодня мужчина успел получить много новых знаний от профессионала. Не умел формовать кожу, теснение не умел делать. И все я здесь сегодня для себя узнал. А дальше уже это мои фантазии, правильно? Вот так. Основной урок здесь я уже получил, и сейчас получу. И в дальнейшем хочу учиться. Мастер-класс проводится на базе Центра поддержки народных художественных промыслов в Карабулаке, открывшемся в конце декабря, по инициативе Минэкономразвития Ингушетии. Учреждение образовано в рамках подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства. Задача должна заключаться проведение круглых столов, участие в выставках для налаживания сотрудничества с другими регионами и аналогичными центрами МКП. А практическая помощь на базе МКП доведет до предпринимателей и населения в целом, какие меры предпринимает Министерство экономики для развития и сохранения культурного наследия нашей республики. Здесь любой желающий сможет посетить различные мастер-классы. Гончарное дело, швейное мастерство, ковроткачество, вязание и другие народные промыслы. В каждом цехе также есть оборудование для комфортной работы и обучения. В дальнейшем здесь планируют открыть курсы по чеканке, резьбе из дерева, обработке камня. Мастер-классы бесплатные, состоят из 20 уроков, по завершении которых новым мастерам также будут вручать сертификаты, а желающие смогут работать в центре уже на постоянной основе. Дана Плиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.